обычно у нас для глагола отрицание другие частицы. Уд, уз и так далее. Вань, а частица, как в русском языке, соответствует ли. Есть ли солнце. Когда нет вопросительного слова, как раз мы ставим частицу а. Шунды Ваня. Шунды солнце. Шунды Ваня тунне сегодня. Эвел. Точка. Либо длинной фразой шунды эвел. Угу. Михаил. Лымы Ваня. Лымы Ваня. Лымы. Лымы. Подсказка. Лымы. Эвел. Лымы тунне. Эвел. Сегодня нет снега. Олёш. Зор Ваня. Зоре тунне. Тунне зоре. Тунне зоре туш. Как это трос, да? Трос много. Тунне трос зоре. Сегодня много идет дождь. Умой. Так, учком гурте ужмес. Посмотрим домашнее задание. Учком ктынми. У нас был перевод предложений. Предложение остыбер ктынлалжья. Что нет? Нет. Ты надо было. Все. С календарными датами? Так. Ой, то вальнёчком удмут клебер ктон ёсты, вот с этого листочка. Ой, то Рома, пусть-ка, пожалуйста, в центре. Я, можно, возьму. Сделал. А давай экспромтом. Музыкальная палата. Экспромтом, да. Сейчас, кого не было на прошлом занятии? Да, я сейчас вам выдам. А у меня, если что вы рассылали, я себе распечатал. Хорошо, Юля. Вань, Вань, у всех есть такая бумажка? Да. И, нету? Есть. Марк, ты над Ваня? Эвел. Ну, соку бачты, тогда возьми, пожалуйста. Мерси. Так, давайте, чтобы... Сейчас еще пространственное выдам. У нас много бывает бумажек, к сожалению. Пространственная Вань. Но они как бы подспорье к учебнику. Все, я его даже сделал. У всех пространственные есть, да, и вот это есть. Это тоже Вань. Я еще раз напомню вам, да, прежде чем мы к домашнему заданию перейдем. Для тех, кто не был, для тех, кто был, как воспоминание такое, вспомнить. Значит, смотрите, в удмуртском языке после логи используется, нет предлогов. Вообще. То есть нету в, не, а, из, из-под. Это все ставится в постпозицию. Леша, тут это, панер дня, Катя. Диван. Диван. Тебе дать? Гань-гань, диван. Гань-гань, диван, да. Как у гань-гань. Сейчас. Я все сотру, уберу и... Гань-гань. Диван был. Значит, смотрите, у нас в удмуртском языке используется после логи, да, само слово уже как что оно стоит после существительного. То есть, чтобы сказать, Леша сидит на диване, мы будем говорить диван на. Диван на. Речь бурмаша пуще. Каникупон. На – это два вида после логов. Когда контакт есть поверхности, когда контакт. Контакт есть контакт. Их так много после логов. Так, сейчас кое-что снимаю. Очень тяжело стирается. Смотрите, во-первых, у вас всех есть табличка. Маша, ты над вами? Над вами? Тон клем рокын вала? Клем рокын тон вала. Умой, а та из Ваня? Эвел. Монтенет, счет еще. Итак, смотрите, пространственные после логи, да? И они у нас здесь выделены в 3 группы. Потому что в удмуртском языке, смотрите, например,
Карандаш на столе. Карандаш, Джек, вылын. То есть вылын это послелог. Это статика. Если я забираю карандаш откуда? Со стола, с поверхности стола, значит я буду использовать послелог вылыщ, Джек, вылыщ. Если я кладу на стол, то куда? Джек, вылен. То есть нам важно очень понимать направление. Статика это или движение. А движение в зависимости от того, на удаление или отдаление, отдаление, удаление или приближение. Тоже будет меняться. И у нас еще была распечатка вот здесь другого типа послелоги. Мы их 2 года назад не брали такого типа послелоги. Но они очень часто встречаются, поэтому очень важно их тоже знать, видеть. Наиболее частое, наверное, послелог это понна, да, ради чего-то. Нянь понна, например. Мон магазине нянь понна манишко. Я иду за хлебом. Как бы вот это понна указывает цель. За что? Марпонна. Марпонна. Да, там, например, за что ты меня наругал, там, за что ты меня обидел. Или не за что, как мы говорим? Номерпонна. Или давайте выпьем за наше здоровье. Тазалык мы понна. Шабаш. Тазалык, да, существительное здоровье. Мы, наше здоровье, понна за. Ой, да, тазалык мы понна йом. Давайте выпьем за наше здоровье. Номер понна не за что. То есть вам кто-то там говорит тау, спасибо, вы отвечаете номер понна. Или можно ответить тоже как вариант тазалу, будь здоров. И ударение будет номер? Да. Эти вот местоимения, они такие, что они могут и номер, и номер. Просто номер это уже червяк, а номер ничто. Угу. Номер это червяк. Я правильно понимаю, вот это второе упражнение? Да, перевод второй части. Так, ну что, попробуем экспромтом? Ну да. А вот это предложение мы, кстати, даже перевели. Ну вот, замечательно. Джек книга, Джек... Зек книга, Джек шорин книга. Угу. Зек или кыз. Кыз может быть еще значение толстое. Зек книга, Джек шорин килле. Или Джек шорин, зек книга килле. Какой номер? Вот это. А крылья нормально для книги или просто Да. лоя можно сказать? Килле именно. Да, луэ не может быть здесь. Вы скажите, какое слово непонятно, как пишется? Может быть, вы не понимаете, где ставить паузу между словами, ну, в смысле, где заканчивается одно слово, начинается другое. Все понятно. Джек Шорин, Шорин посередине, да? Книга Кылли. Угу. Я потом высылаю ответы. То есть можно будет потом посмотреть. Работу над ошибками. Да. Угу. У вас, Михаил, записано переводы? Так, вы мне сейчас второе предложение спрашиваете? Ну, давайте второе, да. Я вас в целом спрашиваю, писали вы или нет. Угу. После работы я иногда хожу в бассейн. Дыр молож горы, ветряные бассейны. Угу. Так, смотрите, первая часть хорошо. Кудыр мон уж бере, после работы уж бере. Дальше. Я хожу. Значит, глагол ветваны надо проспрягать. Я хожу. Мы не шли. Сейчас не соображу. Угу. Хорошо, ветваны сейчас мы проспрягаем. А куда? Куда хожу? В бассейн. Это у нас таблица падежей. Куда? Это входный падеж. Я вам давала такую распечатку?
Глаголы. Вот куда, куда, вот эту часть смотрите, куда. Входный падеж. Куда? Куда? Регулярный с удовольствием. Значит, гурте, бассейн, бассейн. Здесь. Кон. Леша, это кон. Бассейне. Бассейне. И давайте глагол ветлыны. Значит, как мы... Давай, Богдан, уже. Смотрите, что у нас с спряжением. У нас есть инфинитив ветлыны. Да? У нас все глаголы делятся на две группы. Есть первая группа. Это глаголы на ветлыны. В начальной форме, в инфинитиве, они оканчиваются на «ыны». Ветлыны, ходить. Глагол «работать», «ушаны». Это второй тип глаголов, который заканчивается на «аны», либо еще «яны» будет вариант. Угу. И мы работаем с основой, которой дальше присоединяем суффиксы. Вот в первой группе мы работаем с основой на согласную, то есть мы отсекаем «ыны». Во второй категории мы работаем с основой на гласную, мы отсекаем просто «ны». То есть здесь у нас основа «ужа», а здесь у нас «ветл» основа. И здесь, в первой группе, надо особое внимание обратить на конечную согласную. Дело в том, что у нас, если твердая «д», «з», «л», «н», «с», «т», если вот здесь твердая «д», «з», «л», «н», «с», «т», то у нас должен быть вариант с точкой, чтобы показать, что предыдущая «л» твердая. Мон ветлышко. Тон ветлышко. Третье лицо исключения со ветле. То есть у нас тоже основа ветл, а дальше либо либо мы можем использовать. Здесь твердая л, поэтому Мы, ми ветлышко мы. Ты ветлышко ты выходите, посещаете, да, это ветлыны, это регулярность какая-то, периодичность. И соос ветло, здесь о, либо ё, может быть, в мягких формах. Угу. То есть везде у нас ветл основа, и к ней добавляется суффикс «ишко», либо в третьих лицах чуть-чуть другие суффиксы, и дальше показатели лица. «Ишко» и «д». Здесь показатели лица. Угу. Здесь «ужашко», «ужашкод», «ужа» просто в третьем лице. Ужашко мы, ужашко ды и ужало. Во. Угу. Это все может показаться сейчас очень много сразу. Да. Но это все. Главное не испугаться. Да, вот. Это самое главное. Да. Давида Анодос. Вы влезли, вместились. Мы, значит, остались на втором предложении. Ужбере или кудыр, ужбере, мон бассейне ветвышком. А кудырья можно? Кудырья, да. А мынышко можно сюда, если кудырья? Кудырья, мон ужбере бассейном. Да, иногда я иду в бассейн после работы. И не да. возвращаюсь. Тоже можно сказать. А можно ли назвать бассейн вутым? Вутымет?
Вот им. Да. Борьба за чистоту русского языка. Я такого варианта не слышала. Тымет — это озеро, да, запруда, пруд. Водяной дом. Мгм. А уж или ужан? Ужан можно сказать? Ужан-бере, здесь будет оттенок, не, это может быть даже работа не где ты зарплату получаешь, а вот ты, например, что-то сделал в огороде, там, грядки вскопал, то есть после работы как процесса. Как процесса. А уж здесь именно работа, за которую зарплату выплачивают. Маша, каждый год я езжу в Турцию к морю. Зема? Зема? Правда? Юля Джечбур. Здесь бур. Пукон. Олёш, юртода пукон вен. 20 минут всего. Фигня. Да. Арбуде, Мы Дамаск проверяем. дуре зарежь. Вот это я не знаю. Угу. Потому что Значит, смотри. А какой глагол? Ветвичко. Угу. Смотри, к морю, да? К морю. Предлог «к» в русском языке, он в удмуртском языке принимает форму после лога. Море «к». Правильный был выбор «заречь» и после лог потом. «Заречь». Дуре. Заречь доры тоже можно, в принципе, к морю в значении к точке. Дур — это именно край. То есть тут есть такой нюанс. Заречь дуре. Тут группа импровизирующих в экстренном порядке. Почему я не рядом с этой группой? Заречь дуре. Я сейчас тоже Без импровизирую. того. Давай еще раз. Через так или нет? Арбуде, Турция, зарежь. Смотрите, БД, да, форма, регулярность каждый год, например. Юля, давай сюда. Орлы БД. У нас должно быть управление. БД всегда требует дательной поддержки, о котором мы сегодня будем говорить. Орлы БД. Это пока распечатка, вот, перевод. Как Рома будет каждый день? Нет. Нуланы? Нуналы, Нуланы? БД. БД. Угу. Артем, как будет каждый месяц? Нежны? БД? Толочевый БД. Что произошло? Все пропало. Ну-ка, мясо сломала. Толочевый БД. Угу. Умой. Разобрались с третьим предложением. И четвертое предложение. Марк. И без того у меня дел много, да, я через сотек это написал, правильно? Можно Да. через форму падежную тег, да, а Сотек, но можно... мы нам трос ужьёс вань. Сотекно мы нам трос. Трос ужьёс уж или трос уж вань. Если у меня, то мои дела. Трос ужьёс, да, ужьёс мы. Ужасы. Ужьёс почему? А ужьёс да. Угу. После множественного числа. Либо трос ужьёсы, либо трос уже. Помним, да, что после числительных и слов, указывающих на количество, в идеале в финно-угорских языках употребляется единственное число. То есть много дела. Да, много дела. Трос уже. Угу. Сотекно мы нам трос уже. Есть у кого-то вариант с после лога? Сущана, но мы нам трос уже вань. Тоже мой, Сущана, да. кроме этого. Да, кроме этого. Угу. То есть Щана. Юля Щана, Вань Зататын. Кроме Юли все здесь. Например. Мгм. Последний. Кроме Светы. Света Щана, пришла. Вань Зататын. Умой. Так, Илья. Давайте говорить по-удмуртски. Экспромт. Удмурт-КВН. Вот здесь у вас есть подсказка. Ойдоле.
Верешкины ойдалы. Ойдалы. Ой. Ну, после локтя. Как было по-удмуртски? Я не помню, я не Мурчамен. Шамен, да. Шамен. Удмурт шамен. Угу. Шам — это вообще привычка. Солен урод шамыз. У него плохой характер. Шам — это характер, привычка. Шам. А ойдолы опять на первое слово говорим? Ойдолы, да, это как повелительное. В повелительном наклонении на первый слог. И вот здесь будет форма ойдолы верашкомы. Да? У нас был, по-моему, какой-то текст, где была форма такая с ойдолы. Все время вы говорите, ойдолы учком. Да. Ойдолы верашком или ойдолы верашкомы. Давайте говорить по-удмуртски. Ойдолы удмурт шамен верешком. Да. Все, можно сюда отложить. Да. Верочкина не годится? Ойдолы удмуртчан верашкомы. Не очень. Нет, лучше верашкомы. Ойдолы удмурт шамен верашкомы. А ойдо это именно давайте? Да. Давайте. А давайте. Давайте. Ойдо. Да. Ойдо. Ну, ойдо, северный удмурт скажет айда. Айда удмурт шамен верашкомы. Айда. Ну, это татарское, да. Южные говорят ойдо. Ойдолы. Или есть еще, ну это, наверное, калька с русского уже, ваеле, да, давайте, принесите, от глагола войны, приносить. Давайте говорить. То есть ваеле удмурчамен верашком, так тоже могут сказать. В русском-то языке, например, когда Куджава поет, давайте говорить друг другу комплименты. Давайте, это здесь не глагол, это Верешкод. Давай говорить. Ну как? Но здесь я не знаю, тут можно тоже оспорить происхождение глагола, но он дает вместе конструкцию побудительную. Как это частица, когда это сказуемое? Но он ведет себя как глагол, то есть вот этот суффикс «ле» — это суффикс множественного числа в повелительном наклонении. Это, я говорю, в русском языке, как в таких Я понял вас. Что вы говорите? Тут правильнее, наверное, было написать в русском варианте «айда» говорит по-ужасу. Айда удмурт шамен верешком. Тоже мой, запомните. Айда. Ойдолы. Знаете, в удмуртском языке запомнить говорят не, ну как бы не мемория, да, не в голову положи, а пелят пон, в ухо. Запомни, в ухо положи. Практичнее люди. Пелят Да, пон. понятно, куда влетает. Слушай, правда ведь тоже в некоторых случаях частица. Чего? Правда. Правда, да. А иногда частица. Да. Так, Шестое, мышком ажда. Машина останавливается перед магазином, а машина дугде, магазин ажин. Куда останавливаться? Нигде. Ну, в принципе, можно, да, можно. И как у нас там был еще вариант вузани, да, магазин? Вузкарони. Вузкарони. Или вузашкони. Вузашкони. Борцам за чистоту удмуртского языка. А если вариант перед, как бы она же движется, и она останавливается куда? Аже. Аже. Я написал аже. Аже. Тоже хорошо. А Оба варианта. Е на конце или Н? Е. Мягкий знак выпадает, остается аже. Аже. Ажин. Машина чудо. Дугде останавливается. Дугде. Так. Коля, давай. Ойдо. Да, вот тут сложно сложно. Шур, кужа, джажибьёс, в очко. Тоже мой. Вдоль, да? Когда вдоль дороги, вдоль реки кужа. Не кужа, а кужа. Кужа, да, джажикёс, сашко, да. Гуси. Или валлин. Джаджибьёс. Да, валин. Я говорю валин. Вот, Но это, кстати, ваши распечатки. да, я знаю. Буква. Но я «З». вообще не употребляю. Лучше И- кужа, да? Ну, кужа просто чаще употребляется. Как бы. Валин это, наверное, совсем уже вот Вдоль. такие носители 60+. Спускается. Шур кужа.
Артем? Толка нику дырья, нику асе, но контиен, нискалашкомы. Супер, тоже мой, ваньмус шоне. Толка нику дырья. Да, дырья во время, в период. Сегодня Леша написал Лене, да, дырыс дырья, вовремя. Что это такое? Смотрите, дыр – это время, дырыс дырья. Вовремя. Да, буквально в его время. Не знаю, почему здесь «ыс» должно быть, дырыс дырья. Вот. Словак так говорит. Вовремя. То словак ще нарочит. Олёш! Это хоть веровал. Хоть бы не признавался, что ли. Не с крылачком. А. Не по-другому. Мы говорим просто вовремя и все. Я так понимаю, что вы вообще уже дома не говорите по-удмуртски, судья. С мамой и папой. Ну, поддержанное показать. Используй. Да. Вместо уроков мы идем в кино. Попробуйте, Михаил. Ураган, Асринкезе, Угу. Итак, смотрим. Вместо уроков мы идем в кино. Вместо. Как слово место у нас? Инты. Инты. Интые буквально это входный падеж. Угу. Интые. То есть у нас будет послелог интые. Здесь мы вместо уроков урок, множественное число йос. Интые. Ми. Куда мы идем? Киное. Куда? В кино. Кино это кино. Куда падеж е. Да? И мынычкомы. Или мынычком. У нас и факультативное здесь во множественном лице. Мынычком. Валамона? Понятно? Валамон. Угу. То есть, смотрите, у нас урок йос это множественное число, урок единственное. Инты это место, да, послелог, который относится к уроку йос, стоит в постпозиции относительно уроков. Киное, куда? Е у нас суффикс входного падежа. Мынычкомы это настоящее время, множественное число мы форма. Угу. Так, и беркунетис. Беркунетис. Нильос куды? Кто из вас на амбразура? Удмурт шамен, урок бере. Ми божадыр и ноджич перепечь. Шумдышкомы. Угу, шудышкомы, правильно. Это запомнили. Идем к другому. Значит, мы играем во что? Чем? Это творительный падеж. У нас его не было, но мы брали фразы. Там шахматен, шудуны, да, кататься на коньках, коньками кататься. Конькиен, нескладный. Поэтому здесь как будет? Божадырян и джеч перепечен. Шудышкомы. Угу. Вот это «и» в русском на удмуртский лад как будет? Но. Но. Угу. Дальше урок удмуртского языка. Можно просто... Но это урок по-удмуртски получится. Удмурткал урок. Можно вот так. Можно сказать удмурткал я урок. Да. Это вот сейчас любят, но это не совсем правильно. Пижонистый язык. Удмурткалын урок. Вот так в моем детстве был. А можно всегда просто Тут я и не урок. использовать удмурткал урок. Ну вообще всегда не использовать. Если ты говоришь по-удмуртски, удмурткалын верашкишко. Или удмурт шамен верашкишко. А здесь урок удмуртского. Удмурткал урок. И после берем. Удмурткал урок берем. Юан Йос, есть вопросы? Юановы. Так, мынычко майжлан, груте уж книга лищва. Юлятон ромалыш книга ищет изучка. А или ты надо что да, или история. Коня вам.
Как Юляос. Ура! Можно садиться между ними. Нет, фигушки. Так, ой, да, как Юляос и Клужоза. Давайте тогда как раз и про театр, я ничего не и сделала. Юля. А какая стоит? Витон ведь? Виттон кукети, бам. Там как Виттон кук, виттон. Бам. Виттон кукети, бам. Эночки. Шейтидер, шенет. Виттон кук. Кричи, пожалуйста, как Юляос. Ты не качана нал. Ты не вердишкун? Велкомен на театре. Удмуртане. Театр. Удмуртарняе. Умой. Тарняе. Удмуртарняе. Удмуртарняе. Берктишком. Сегодня какой день? Ты не вердишкун. Вордишкон это понедельник от слова рождение, потому что неделя, ну, русский формат недели начинается с понедельника. Сегодня понедельник. Да. Вот мнод это будущая форма, но можно догадаться. Пойдешь. Да. Ты когда, да? Ку это когда? Вопрос. Ты когда пойдешь в театр? Угу. А говорит же нет будущего. Удмуртщик. Это была шутка. Изначально не было. У будущей формы в финно-угорских языках не было формы да. будущего. Удмуртарня это пятница. Да, потому что изначально до христианства в удмуртском календаре было только 5 дней. Например, третий день это Вирнунал, день жертвоприношения, была среда, и 5 дней было, а потом добавилась христианская суббота и воскресенье, поэтому субботу называют постным днем, Кеснунал, а воскресенье очень часто называют еще Джуч Арня, русская неделя. Да, Джуч Арня. Вот, Берктида тоже мой, Манышко Мажлан, Рома Номар, пожалуйста. Куда надо что-то скажу? Пропусти. Вот. Не давайте. Да. Вот здесь у нас повелительная форма, поэтому Вождес Энбаем. Вождес Энбаем. Приводим. Кричание там за щеконы ужа. Вот за щеконы ужа, куть нунал, арнянуле шана. Угу, Берктишком. Да, перечком. Переводим. Слово. Переворачивать, переводить. Какой день, какие дни? Нет, работа, что-то с работой связано. Неужели магазин? Да, магазин. Наверное, не подскажете ли, когда, в какие дни мы работаем в магазине? Да, буквально вот Вождес Энбаем используется для формы «извините». Вы делаете зеленый. Да, буквально не выделяйте желчь, потому что вождь это Не зеленый. выделяете желчь. Какое время? Не приносите желчь, пожалуйста. По-русски так же говорит. Вождес Энбаем, извините. Не выделяете желчь. Какое время? Вождес Энвая. Вождес Энбаем, да. Можете себе запомнить, Да, каждый день, кроме воскресенья, ведь так я понимаю. да, магазин работает каждый день, кроме воскресенья. Арня Нунал или Джуч Арня, да, как я сказала, это воскресенье. Коть под Нунал, правильный удмуртский язык заменил бы Нуналы БД. БД, да. Илья Нолёш. Лыджи. Кутынат шутецкон дырыт. Мон шутец кишко гужем студентьос угдешецко. Сослен каникулзы, соку икмон, но шутец кишко. Кытын шутецкишко. Чемыш сад бакчарын. Угу. Берег тычком переводим. Когда ты в отпуск? Правильно. Шутецкон дыр, буквально время отдыха. Я отдыхаю летом. Летом у студентов время отдыха, каникулы. То есть у Ну них да, каникулы. если буквально они не учатся, если переводить согласно тексту. И также и у меня тоже отдых получается. У них каникулы. Тогда же сокуик, тогда же. Тогда же, да, я отдыхаю. Угу. Где ты отдыхаешь?
Ну, чаще всего на садо-огороде дословный перевод. Да, очікувань, да. Чомусь часто садбахча. Русские также говорят. Вижу, Нет понятия дачи. Садо-огород. Садоогороды. Автобус на садоогород. Если говорят фазенды. Коля, ну Артем, лучше, пожалуйста. Вика, Черкем, Тон-Толон, Кытынвал. А я Талон мон кино ин вал. Туне театре мынишко тон манен чош мынода. Кыче спектакле Муничкот. Туне отын ойчибер нильос крэш гуро комедия. Берег Тишко. Вика, привет. Где ты вчера была? Привет, вчера я ходил в кино. Кино, вау. Ну да, был в кино. Была. Лучше было. Я Вика, я был. А сегодня пойду в театр. Монен чош, тут вам выделили, что этой формы еще не было. Со мной. А, пойдешь ли ты со мной? Угу. Можете эту форму запомнить. Монен чош мнода. Ты пойдешь со мной? А на какой спектакль ты идешь? Сегодня будет Девять красивый, красавиц. да, красивая девушка. 9 красавиц. Крыш, гуру, комедия. Музкомедия? Музыкальная, да. Да. Кричгур — это музыка, о суффикс для обозначения наличия чего-либо. То есть комедия, у которой много музыки. В газете «Шпур» в этом номере ой, шеберный спектакль, афиша, 9 красавиц. А, то есть он сейчас идет, и там была афиша, Да, да? и в этом номере. Ой, Чебернуйос, да, это очень известная пьеса удмуртская. Что за пьеса? Колхозная немножко. То есть там любовь между трактористом, еще кем-то, но оттуда, например, такое выражение «чудо-юдо камбала». Да. Есть, да, вот, не знаю, может, кто в Удмуртии жил-был. Что такое камбала? Жил-был, да. Помните, у нас, кто помнит, «Амисовод» была песня, ну, камбала, Да, чего-то да. там, ческрыт, чоры. Мне кажется, вот камбала — это вот тех, кто читал когда-либо вот эту пьесу, у всех вот именно ассоциируется эта рыба с этой пьесой. Угу, чудо-юдо камбала, в общем, да. У мой Михаил Номаша. Тончук на Кытынвал. Вузишкунин. Олег Черменышкот. Вузия. Отын тунсыко аджитон уштишке. Угу. Берег Тишко. Тон, что такое? Была. Да, где тон, ты, чукна, утром, кытын, где вал была. Была, был, он был, то есть универсальная форма. Тон вал, мон вал, со вал, ми вал, ты вал и соос вал. То есть независимо от лица и числа был у нас одинаково во всех лицах и числах. Да, и есть такая шутка «вал носкал Луис». Вал — это еще амонимичное значение, это лошадь. То есть не только был, а еще и лошадь. Поэтому «вал носкал Луис». Была лошадь, стала корова. Ну, игра слов. В магазине. Можете проверить со своими родственниками «вал носкал Луис». Это обычно, знаете, когда ребенок, ну было, ну я сделал, было там домашнее, мон лештивал гурте ужме там, да, когда кто-нибудь оправдывается и на это говорят «вал носкал Луис», типа было, но сплыло, вот в таком значении. «Вал носкал Луис». В магазине. Михаил, давайте попробуем. Аликычи мынышкот. Мынышкот. На что похожа форма? Ветлышкот, мынышкот. Это второе лицо единственного числа. Куда ты идешь? Самый популярный глагол движения в удмуртском языке — мынышкот, мыныны глагол. Это корова. Финно-угорский. Корова. Иди. Илья! Да мы вдвоем. Я чувствую, что вы там О своем. Ну помнишь, что говорили? Илья, ты под камерой. Под
слышал. Ну ладно. Ну я запомнил тогда. Это, знаете, какая минута нам сейчас засечь, потому хотите посмотреть. Послушать. Да. А ты куда идешь? Угу. Сейчас. А Али переходит в музей. Али куда? Сейчас, да. Али сейчас. Музей. Угу. А ты это там. Там. Отын это там, а здесь как татын. Татын. Тунсыко интересное. Тунсыко интересное. Хорошо. Да. Аджетон выставка, уштишки открывается. Уштыны открывать, уштишкины открываться. Уштишки открывается. А можно я сама Я тебе составлю компанию. Ну давай, мы тебе потом еще второй диалог дадим. Да, давай ты с Юлей, а потом еще второй диалог тебе дадим. Там кличко на. Кличкот на. Тут очень аккуратно, потому что если тон твердое будет, уже будет значение другое. Тон кличкот это слышишь, а тон кличкот ты остаешься. А есть еще кличкот с двумя л, это лежишь. То есть надо очень аккуратно с этим глаголом. Давай, То кличко на. Мон дорам вертышко и не. Ярам джеч. Вертышком. Джеч пока. Ой, мы сейчас еще один прочитаем. Клины оставаться. Ты еще остаешься? Юля, ты еще остаешься? Да. Я уже возвращаюсь домой. Хорошо, пока. Давайте я сейчас... Какая неразговорчивая сегодня. Ярам, знаете, да, вот это очень популярное удмуртское слово. Ладно, ярам или я, да, вот эти два слова, ярам и я, они такие очень многозначительные в удмуртском языке. Удмурт – дярам. Дя – это башкирское произношение. Ну, у вас, наверное, твои, из Башкирии переехали, да? Айда, у него дайда и вот джа. Да, ну вот у нас фаршатовые еще такие. Вот, да, Дел, дярам, дяратышко, дярам. Вот это все башкирский диалект удмуртского языка. Поскольку у нас у всех разные диалекты, да, там у кого откуда родственники, мы изучаем литературный язык, это базовый, а потом вы уже можете подстроиться под свой. Это легче, чем мы будем изучать башкирский. Все нас вообще никто не поймет, и мы ничего не поймем. Вот. Ярам, удмурт может сказать я ярам, да, но при этом сделать по-своему. Это вот, ну, характерно очень. Да. Вот, чтобы вот эту тройную пару, не тройку глаголов, вот кличкот, да, это от глагола клины, оставаться, да, чтобы они у вас были рядышком. Кличкот это от глагола клины, слышать. Да, вот смотрите, у нас здесь и тут, и там «л», то есть в корне «л», но в одном случае у нас «и» с двумя точками, в другом «и», потому что в корне у нас была твердая «л» и мягкая «л». Да, там, где мягкая «л», мы вариант мягкий выбираем «ишко». А там, где вариант твердый был, клины, должны показать, что «л» твердая за счет «и» с двумя точками. То есть вот у «и» с двумя точками, они обозначают один и тот же звук, да, «и» обычную, но они имеют большое значение на письме, чтобы показать разницу между двумя разными глаголами. «И» с двумя «л». Клины. И получается кличкот. Лежишь. Кличкот. Лежать.
клишкот. У нас в корне 2 L было. Ты еще лежишь? Да, я уже давно Нам клишки. Можно сказать? Мы нам клишки. Мон, я. Мон. Ну, тоже вариант. В каком? Я лежу. Мон клишко. Клишко. Мон клишко. Ишко. Том Кличко. Мон клишко, я остаюсь тонк. Мон клишко я слышу, и мон клишко я лежу. Алнашский район, вот этот глагол клюны, использует значение находиться. Я всегда вот над своими алнашскими друзьями смеялась в них, потому что кле в значении вот именно он там располагается. Если он даже стоит или другое какое-то положение занимает, у него все лежит. Давай с тобой. Да, Конечно, сын ужишты потишкот. 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 Элич сын. Конечно, сын дарат уишкот. Мон кидюкин улишко. Потик час пала пертишко. Я тоже с одного начинаю. Куать час, который буйшко дорам. Конечно, сколько времени ужишь? Коня час это сколько времени? Коня час ин, суффикс ин, или суффикс е еще может быть коня часе. Во сколько? То есть Конечно, во сколько ужишь? уж это работа, ужищ с работы, ужищ ты с твоей работы, Во да. сколько ты выходишь с работы? 5 часов. А во сколько дора вышко? До радвуны, до ревуны, прибывать домой, приходить домой. Во сколько ты придешь домой? Приходишь. Я живу Кадёкын. Я живу далеко, 1 час, возвращаюсь. Пал. Сторона около, то есть около часа возвращаюсь. То есть примерно в течение часа возвращаюсь. И так, ну и прихожу домой в 6 часов. Ровно? Котыр, кот. Около. Да, около тоже. Около 6 часов. Мой. Пала у нас чаще указывает на какую-то продолжительность, то есть в течение, да, когда про период какой-то. А котыр это когда какая-то точка и вокруг нее. Номер помна. Рома, но Марк. Алик Коняды. Кночины. Княча сын Тонтоне университет мы ниш. Куинча сын. Малый сечобья. Митоне лычишка нин пешком. Сколько сейчас времени? 2,5. 2, да. То есть мы можем спросить, али коня час или али коня дыр? 2,5. Как ноджина? 2,5. В какое время ты приходишь в университет? 3. Сегодня еще надо добавить. 3 часа. Наверное, что потом, что после? Какое? Мало сычебер. Бер поздно. Да, мы сегодня в библиотеке сидим. Малый сычой. Почему так поздно? Да, малый сычебер. Да. Кто это там по-английски говорит? Сычебер. 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 Почему сыча правильно говорить? Только без Сычебер. Да, мы сегодня сидим в библиотеке. Да, мы сегодня сидим в библиотеке. Тазалу. Когда еще бы сделал? Они просто открыли. Как будет антоним бер? Антоним бер, кто помнит, рано? Ващ. Как будет антоним далеко? Кдёкын, близко как будет? Матыш это из близкого. Кдёкыш, матыш. А кдёкын, матын. Кдёке, мате.
Это тоже все в падежах. Умой и слова. Почему так поздно? Почему так поздно? Слова есть электронные и вордовские. Яндекс. Просто в нем, наверное, искать... Если вордовский словарь, то там можно найти там Ctrl-F и можно искать. Да? А еще Если есть он в PDF, то... Еще я подписалась на бота в Телеграме. Есть удмуртский бот в Телеграме, который дает удмуртские слова. Мы, это же Света, по-моему, в этом в чате каком-то. А с русским и русским штука Нет. Давно. еще в дома сядем у нас, А. надо еще интернет. Кинмилям Олёш, но Илья. Илья. Что? Доброе утро. Оно. Кто здесь? Короче, Лытишкоды. Это очень вот это вот... Борчук наен. Это я как раз, у меня получилось. Танима нам висьете. Не-не-не, мы еще последнее. Мне очень жаль, Илья, но мы еще на диалог. А я это даже картинку нарисовал. Хотите, мы можем передать слово другому человеку, а вы... А это я не перевел, кстати. Я тоже поэтому сейчас попробую. Да, давайте, Илья. Скажи нам книга є. Джок хвилин вал. Мон свої окно виле по ній. А, Це это колись как... малий баштид. Баштид. Джек Вылыч малый баштит. Джек Вилич малий баштид. Возмутиться надо. Скажи нам книга є. Нет, Джек Вилич мало почти. Джек Вилич малий баштид. Конечно, вот. Конечно. Ми ним Джок кулевал. Мы нам Джек кулевал. Чуть-чуть Где моя акцент. книга? Да, где моя книга? Вот она на поверхности стола, да, если дословно? Ну, на столе, столе. на столе. А дальше Семья неприличное... академиков, физиков. Я ее на окно положил. А дальше неприличное слово вот это вот. Почему? Укно. Нет. Нет, окно приличное как раз. Вот это вот. Поныны, да, есть. Что такое полный? Я не... Почему? Потом словари Потом скажем, посмотрите. Да уж скажи. Ну, Выключи, поставь на паузу. Почему? Я потом на ушко шепну. Почему неприлично? Это очень интересно. поныны. Постройте Ну, ассоциативный литературный ряд. Класть. это класть, да? Да. То есть я ее книгу положил на окно. Видите, положил, это прошедшая форма здесь глагола, поныны. Выле направление я положил куда? Видите, книга лежала на столе, Джек Вылын вал. Ну, была. Вал это была. То есть книга была на столе. Я ее положил куда? На окно. То есть направление движения мы уже другой после лог используем. И дальше третье. Положил? На столе, на столе А что? положи не то, что. На столе Другое, что? Со Нет, стола поныны что? как. Почему взял? Со стола, да? Со стола. Со стола. Со стола. Да, Со то стола. есть, да. Малый баштик. Ну почему взял? Почему? Малый, зачем? Почему? Зачем со стола взял? Ну, Мне Джек кулевал. Мне стол был нужен. угу. Так, висет. Ой, а дальше самое интересное, картинку рисовать надо. Оля, принеси, пожалуйста, вкусняшку вам. Все, да? Все предложения продолжим. Весь абзац. Ну давай, да, Бен, Ваня. Можно вопрос пока? Да. Вот сое, это... Это акус. да, все верно. Понял. Да, который мы еще не проходили. Танима нам висьете. Висьетам уктырмо арбериоз. Да. Они чечкон джек. Может сразу переводить, чтобы, да, успеть. Вот моя комната. Вот моя комната. В моей комнате не хватает вещей. Да, висьет это комната, да. Висьете, суффикс указывает на то, что это моя. Тани это вот. Тани Лена. Тани Маша. Угу. Висьетам это форма, мы ее не смотрели еще, но посмотрим в моей комнате. То есть это спряжение, изменение по падежам, когда у существительного есть лично-притяжательный суффикс. Не во всех падежах, это просто. Но это не сложно. Угу. Не хватает вещей. Арбери это вещь. Тани чечкон джек, но квинт пукон. Вот обеденный стол и 3 стула. Состы, полян, пала, бордор, борды, пуктышло. Их на левую сторону вплотную к стене ставлю. К стене бордор, борды
стене. Где левая сторона? Полян? Соус, вальцы, мукет, бордор, борды, куч, шкаф, интуяшко. Напротив них тоже стена, и к ней вплотную длинный шкаф помещает. Напротив них к другой стене длинный шкаф размещаю. Интияны, да, от слова инты, место, интияшко, я размещаю. Располагаю. Окно аже, диван, пуктышко. Перед окном диван ставлю. Диван аже, печи, джек. Перед столом маленький стол. Перед диваном, да, перед диваном маленький стол. Выжвеле, выжвегет, валичко. На пол настилаю палас. Суридалы, качимон ванзе интияй. Нарисуйте, куда я все поместил. Качимон ванзе интияй. Неправильно рисовал. Интияй расположил. Умой. Так, мы сейчас перейдем к новой теме, но прежде чем мы перейдем, кто-то уже знает, кто картинку, а кто-то нет. Да, неправильно. Сейчас спрошу. Знакомая, да? Кто знает? Кин Таис Фредас, Ван Гог. Итак, Артем, кытын пукон. Да, где стул? Кытын пукон. 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 Так, как бы Джек, но диван. Ну или валез, кровать. Валез, дискин. Тоже мой, супер. Рома, кытын укно. Окно. Щуры. Джек. Стоит. Нет. Окно не может стоять точно. И лежать даже не может. Находится. Здесь, В южном варианте. Здесь вообще связка не нужна. То есть окно за столом. Косяк. Тогда окно. Сплошной косяк. Одни косяки. Еще легко, извини, отвлеклась на Илью. Окно, щуры. Нет. Джек, щуры. Джек Щерин, окно. Джек Шарин. За столом окно. Мы за ставим за предмет, к которому оно относится. Я понял. Так, я понял. Зачем оно? За столом. Кытын щеночкон. Кытын щеночкон. Полёш. Щеночкон. Щеночкон это как дословно получается. Щен глаза, а учкон смотреть. Смотрение в глаза. Сейчас Зеркало. Щеночкон, джок, щорид. Джек Щерин. Господи. Джек Щерин. Можно сказать рядом Хлеб? с окном. Нет? Что делать? Я глагол пытаюсь понять, какой там поставить. Вряд ли что-то там, Да? Висит на- зеркало, вряд ли что-то там делает. А над? О шишке висит, о шишке. А если над? То есть Ай, на, а над? ну вот вайцин используют над. Вайцин и напротив, и над, в зависимости от контекста. Вайцин. Джек Вайцин. Синучкон. Щеночкон. Синучкон. Щеночкон. Синучкон. Ваджин. Кытен. Давайте вот окно в ситуации, что, например, Картина. Юля, попробуешь? Кытен окно. Вышкон. Щеночкон. Почему щеночкон? Зеркало. Щеночкон. Но. Но. Картина. Сурет. Между. Вискин. Укно. Щеночкон. Но сурет вискин. Кытен, ну, допустим, ваза. Мукет из Юля, другая Юля. Кытен ваза. На столе это
Вал. Вань. Можно просто Вань. Ну, конечно, Ван Гог, когда рисовал, она была. Ваза Джек Виллен. Умой. Так, что еще тут можно спросить? Кытен валез. Кытен валез. Так, Маша, кытен валез в кровать. Кытен валез. Валез. Выжвалы, можно сказать, рядом со стеной. Бордын. Бордор. Бордор, бордын. Бордор, бордын. Угу. А как бордо-бордын? Бордо, как вино. Бордор, стена, бордын, у. Ну, буквально оба слова от одного и того же. Кто у стены бордо? Кто угодно. Лена, кытен миндер. Кытен миндер. Миндер подушка. Кытен миндер. 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 Миндер, валез, вылын. Угу, тоже мой. Миндер, валез, вылын. Кытен, ну я не знаю, Марсо, дыщ, яки чушкон йос. Кина что знаю. Илья. Да. Кытен чушкон ошишке, где висит полотенце? Или дыщ, палочка? Кытен чушкон ошишке. Чушкон вешалка на... Нет, чушкон это полотенце. Чушкон? Чушечканы протирать. А, чушкон вешалка на. Вешалка. Вешалка ын. Вообще есть для слова вешалка, по крайней мере, раньше его использовали, просто сейчас современные уже вешалки. Чог. Чог. Вообще это от слова корт-чог. Ну, точнее, слово корт-чог. Корт-чог это корт, это металл, чог, ну, не знаю, что-то такое торчащее. Это гвоздь, а чог вот типа дыщ чогын, ну, какой-то крюк, крючочек. Это может быть даже сучок дерева, по сути. Дыщ чогын. А здесь можно, если про после логи говорить, за кроватью. Как сказать? Кровать это будет валеш. Да, валез. Валез. Валез за. Это еще не выучили. Кортчок это гвоздь. За. Как за? Не теряемся, Илья. Все. Их целая таблица была. Их. С буквы С подсказываю. И на Н заканчивается. Надо учить, чтобы отскакивал. Ночью разбудили, все, знаете, Их таблицу. 20 было. Или 15. Щерын. 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 Все? Ну так-то больше, 15 пацанам говорит. Я говорю. Угу. Яра, примерно вспомнили, да, освежили в памяти. Манечком ажвань, тут на баштом был тема. Так, сегодня возьмем для кого-то новая старая тема. Хорошо забытая старая. Да, тем более тут не было времени ее переделать. Это вот полностью распечатка с прошлых занятий наших, ну, в смысле, 2 года назад. Вот. Сейчас я раздам. Стареньким тоже можно раздать. Хорошо. Дательный падеж мы сегодня будем изучать. Ой, придется. Да, ну это вы можете себя перепроверить, посмотреть вот формы. Так, вот то, что осталось, мы это на следующем занятии домашнем проверим. А, это что-то полян, который поет, да, это больше. Ага. Куле. Да, форма куле у нас. Нет, какое 7-е? Это с прошлого года. Вы прикиньте, мы в прошлом году дательный падеж на 7-м занятии проходили. Позапрошлом. Но мы не проходили какие-то другие вещи, мы не так сильно отрабатывали глаголы, мне кажется. Все правильно. В этот раз мы сильнее отрабатывали?
Тихо, тихо. Это какой? Это Ну, какой? очень нужна. Дательный падеж? Нет, нужна Самый ее. сложный, да? Не, ну в смысле, в ладно, откручивании всё. нужна. Ладно, аналты, Юля. кельты, аналты, все. Какой падеж? Дательный? Да. Может быть, снизу? Ладно, ужасно. Нормально. Открутил, что ли? Ее нужно было на место поставить просто, чтобы открутить. Кому чего, а чего? Кому чего? А, ну в другую сторону. Нет. А что? Когда откручиваться так Вот, видно. да. Угу. А мне кажется, в другую сторону. Займите свое место. Пухший импият. На троне. Итак, смотрите, дательный падеж, очень легкий падеж, его вы уже сталкивались с ним уже. Показатель его суффикс «lı», вопросы «кин-lı», кому, малы, чему, зачем, да, по сути, малы. Уже в самом вопросе содержится ответ. Так, что не так? Вторая страница. Суффикс Где? Да, со второй страницы. Да. И у нас 14 урок, не 7 занятие, а 14. Замечу. Итак, кому чему, да, вопрос. «Lı» суффикс. Здесь, например, маме, она и «lı», да, абстрактной маме. Если мы хотим сказать моей маме, там цветы дойду, да, мы сначала делаем «моя мама», потом к ней суффикс добавляем «она е-лы». Твоей маме «она е-длы». То есть здесь вообще ничего нет сложного. Лично притяжательный суффикс встает к существительному, а потом уже добавляется суффикс падежный. То есть у нас здесь сначала лично притяжательный суффикс, потом падежный. В каких случаях мы его используем? Вот у вас здесь все расписано. Во-первых, мы употребляем, когда нам надо выразить адресат, лицо, кому адресовано или по отношению к которому направлено действие. Да? Маша, лучше, пожалуйста, солы, умо, солы, умо, Щеточко. да. Щеточко. Да, вам тут есть подсказка, перевод на финский язык. Да, Очень мы заметили. помогает. Вот, Маша, давай. С подсказкой или без подсказки? Ему. Ему или ем, или, да, ему, ей. Улмо, Алмата. Какие ассоциации вызывают? На закваре. Яблоко. Алма – это улмо. Это тюркское слово. Вот Алмата – отец яблок. Яблоко? Да, яблоко. Да, отец яблоко. Щетуны. Дать. Давайте, да, даю, да. Даю ему яблоко. Угу. Ему яблоко. Вы можете прямо здесь списать, если Там ниже написано. Я сижу с финским разбираюсь. С финского, может, переводим. Нет, я серьезно сижу с финским, сравниваю. Пытаюсь понять. Не надо пытаться. Лена. Ти видали кошти гоштичком. А тут, кстати, неправильно. Чего? Ты лыки. А кто ты делал задание? Пишем. Кого? Пишем. Мы, да, пишем. Пишем. Это специально, чтобы запутать. Вам письмо пишем. Нет. Давайте лично притяжательные посмотрим. Здесь нету. Мон – это я, да? Мне как будет? Мыным. Мыным другой. Мыным. Кому? Тон. Тыны. Тынет. Тебе. Со. Легкая форма. Солы. Да, суффикс лы. Ми. Меня. Милемлы. Ты. Ты ледуй. Ты ледвы. И сос. Сослы. Угу. Есть еще такая группа местоимений, которая собственная, как бы собственно возвратная. Мне самому, нам самим и так далее. Но мы их пока не берем, чтобы вы хотя бы вот с этой разобрались для начала.
То есть мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. Мы пишем вам письмо. Мы, Евгений Онегин, пишем вам письмо. Николай II. Ой, а здесь аж... Ну да, вам пишу письмо, а вообще надо мы вам пишем. Угу. Юля, на расчете. Юля первая. Угу. Пеналгиос, песчаная вы, крытало. Угу. Тут уж не интересно. Бабушки. Угу. Что? Пинальёс, дети, множественное число, песчаная, да, бабушка со стороны папы, как правило, или да. Крджало поют. Папина бабушка. Нет, чужана ведь со стороны папы. Мамина, да. Угу. Но когда вот надо там написать, ну, бурановские бабушки, например, их вот песчаная-ёс. То есть, если абстрактно мы не знаем, это по линии папы или бабушки, то песчаная-ёс. А песчанка это кто? Песчанка? Это ваша, как бы, переделка. Пищайка. Моя, может быть, пищайка. Пищайка. Фаршатная пищайка, чужайка. Да. Айка. Нет, а песчаная. Нет, Юля, как эти Юля? Совы Борьясты Веролом. Ему говорят новости. Совы, только совы как у вас? Совы ему или ей? Его это новость, и Борьясты новости. Это аккузатив. Веролом. Веролом говорит. Говорят множественное число. Там, где ло, это множественное число. Или будущая форма может быть. Я скажу ему, я. Угу. Рома? Пинальёс, солы, лодочку. Дети. Те же перевод. Да. Ему, да, ему. Все похоже. А лодочку, значит... Угол. Я не вру. А почему угол? Нет, все правильно, дети не врут. Да. Пинальёс, солы, галдочку. Дети ему не врут. Алдашкны на юге это заблудиться, на севере... Нет, подождите. У кого-то это врать, а у кого-то заблудиться. У нас врать. У вас врать, значит у нас заблудиться. Песчаная, это Песчаная. Песчаная, где со стороны мамы, со стороны... Песчаная это со стороны папы. А какой со стороны мамы? Чушь анай. Со словом чушь. Ой. И пошел. Никак не могу привыкнуть, что он немножко на 5 минут задерживается. Маничком ажвань. То есть мы... Алданы. Да, врать и заблудиться еще. Алдащик. Южный заблудится Как? Литературный вариант это как? Врать вообще много. Паяляны, паялящикны. Потом рекчаны есть еще слово. А алданы в литературном варианте все-таки это врать или заблудиться? Врать. То есть это северный. Путают что-то, да? В этом случае. Что знала со стороны папы? Второе значение – указание на цель. Вот то, что я вам говорила сегодня уже про хлеб. Вот дайте предложение Киномилямовиче. Марк. Нелеское, межлынничко. Да, или если с послелогом. Панна, да. Ниже вот Меж панна, да. То есть суффикс «lı» По малину. По малину, да. Обозначает цель. Мы можем заменить эту конструкцию формой на «понна». Южане чаще всего говорят с «lı», а северяне с «понна». Вы тоже с «понна» говорите, да? Кажется, да. Получается, я к малине, да, идут они? К малине. За малиной. По малину. Емеш гондыр-доры, емеш «понна». Медведю за малиной. Илья. Сос вулы, но пулымано. Да. Они Одновременно идут. Они идут. Там ниже есть подсказки. Перевод есть. За водой и за дровами. Да. Вулы, за водой. Молодец. Сос вулы, но пулымано. Одновременно идут.
Да, но мы можем Погода эту... по дрова. Да, Погода совершенно по верно. Что нет. Мы можем это снова лы заменить после логом понна. И у нас получится созвуно пупоннамно. Они идут за водой и за дровами. Я споннал договорились. Да, вы Тебя на юге не поймут тогда. Олёш. С кем мне на юге общаться? У меня все на севере живут. Южный поэтому тоже на север не ездит. Олёш. Нина магазинная, нянь-лымыная. Угу. Нина идет в магазин за хлебом, да? Угу. И опять-таки можем поменять нянь-лы на нянь-понна за хлебом. Угу. Дальше, смотрите, про время мы можем при помощи этого суффикса про время, про период. Да. Хоть где-то южный вариант. Коля, пожалуйста. Иван Куин нуналы и жемы на Иван едет на 3 дня в Ижевск. Ведь часлы концерте нынешко. К 5 часам иду на концерт. Это не домашка, это просто Это объясняется. Так, какая-то временная точка. Михаил. Вы алы пивлян кутичко. Вы лярвы оливье дашашко. Я готовлю оливье на Новый год. Мон одык ареслы бачингес. Я на год старше. На разницу указывает. И вот здесь БД. У нас сегодня уже было. Регулярность. Лена, ова. Ну, налы БД школа е петле. Он каждый день ходит в школу. И? И И АРБД Англия веточко. Я сказала. Да, Юан. Здесь же примеры. Юля, лучше, пожалуйста. Арена новый вертышко. Вертышко. Да, перевод. Видим. То есть арняну на вы, хотя здесь надо было вместе написать. Арня, я арье читаю. На воскресенье мы возвращаемся домой. Да. Это вот Марку надо было читать следующее. Юля, еду в Сарапул на 2 дня, как бы. Сарапуле как нувалы мыничко. Сарапула как нунавлы мыничко. Рома, он на завтра покупает хлеб. Со, чуказе. Чукажелы. 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 Ну да, чукажелы на завтра, все верно. Нянь. Там написано. Да? Я не увидел. Почти. Бачте. Ладно. Он на завтра Я что-то покупает по-русски перевожу. Правильно? Так. С финском. Выхожу на 5 минут, Марк. Ведь минут, лыпотышко. На 5 минут. Дальше еще вот будут такие употребления со словом «матын» близко. Мон библиотека и матын лычко. Я живу близко к библиотеке. Кдёкон будет с другим управлением. На количественную разницу, вот про возраст уже было указание. Мон одигарислы бальчингес, я на год старше. А вот здесь еще, видите, евро нуна лыпыде как монетлы буде. Евро ежедневно растет на 2 рубля. Это вот 2 года назад, видимо, было актуально. Или он учится чему-то, да, вот для нас актуально не сварщик, а удмут кылыдышецкий. Мон удмут кылыдышецкишко. Я учусь удмутскому языку. Он удмут кылыдышецкий. Дышецкишко. Дышецкишко. И дальше будет еще такая конструкция, которая обозначает, что я должен что-то сделать, мне надо что-то сделать. Да, для этого у нас употребляется глагол «куле». Мыны. Самая простая форма, по-моему, какая была. Куле, да, надо.
Или куле-эвел, не надо. Или оно. Она так просто составляется по сравнению с поте. И у куле-эвел, для северян говорю, есть прекрасная северная форма укыл или укул. А для Юли уже сильное занятие. Для северных или для южных? Отдельно для тебя сказали. Я тебя ударю, блин. Ты еще живая? Да что ж. Живая еще? Все, я кушаю. Значит, это первая конструкция. И есть синонимичный вариант. Оно, йоно, но. То есть в зависимости от того, какой у нас глагол. Оно после твердых ДЗЛНСТ, йоно после мягких вариантов, но после второго типа глаголов, где на гласную заканчивается. Например, да, мне надо поесть, да, вот у меня там график, мыным щичканы куле. Да, мне надо поесть, потому что мне надо поесть. Куле всегда будет одинаково, щичканы будет всегда одинаково, будет меняться лицо. Тебе надо поесть, ты ныт щичканы куле. Это модальность получается. Да, да. Надо, не надо. И соответственно, да. Либо синонимичная конструкция мыным щичконом. Мне уже надо уходить. Мыным кошконой не. Или надо бы уже выпить. Йоно не вал. Хороший праздник, использовать. Или вожодырен шудоно не вал. Надо бы сыграть уже в вожодыр. Субботы шудомо. Шудом. Косновой. Косновой шудом бен. А чего это они? То есть вот эта вал, она смягчает. Надо бы, да, надо. Субботу играли? Шудоно. Шудомо. Йоно не, вожодырен шудоно не вал. Вожодырен шудоно надо играть уже в вожодыр. А не вал дает значение надо бы, как бы смягчает. Угу. Милямлы. Надо учиться лучше, да? Нам надо учиться лучше. Мой гес дышать скорно. Милямлы, мой гес дышать скорно. Боль всех преподавать. Умойге. Ты ледлы, мой ездишь из канала. Видите, вот здесь у вас мыным нянь бачты на кое. Мне надо купить хлеб. Мыным нянь бачтоно. Синонимичная конструкция. Вариант английский, да, тоже я и русский привела. Если отрицательное, мыным нянь бачтоны кулеэвел. Мне не надо покупать хлеб. Угу. Или бачтоно эвел. Да, либо кулеэвел, либо бачтоно эвел. Угу. Попробуем перевести или, да. Или пока сложно? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Кинула дугвим. Мак, давайте уже берем. Инициатива на всегда ем. Пожодырен. Не завтра рано вставать. Чем играть? Творительный падеж. Конькием, шахматен. А где тогда в этой конструкции дать? Он опущен. Надо бы сыграть. Это абстрактно, непонятно. Пожодырен шудоно просто без него. Пожодырен шудоно. Пожодырен шудоно. Надо сыграть. Надо сыграть пожодыр. Почему отвечают не только вопрос кому чему, а и другие? Пространственные, количественные. Ну вот так получилось. Нельзя привязать кому чему. Может еще вот вопрос. А вот да. здесь немножко упомянут Никитебичев. Что это в принципе значит? Вспомни, я уже сама не помню. Это так форма, лингвисты так называют форму оно, йоно, но. Дебитив называют.
Да, нет, вот это. А на этих языках что-то может сравниться? В общем, редко такое бывает. Ее очень быстро выучишь, когда к ней привыкаешь, ее быстро можешь. По крайней мере, в обозримости. Ну что, надо переводить? Вот, или... Да, да. Что, ГДУ или... Нет, вот сейчас, вот это с русского языка. Ну вот это, мне завтра надо рано вставать, да? Да. Мы переводим. Да. Ну еще, пожалуйста, мыным, чукаще, ващ, султоно. Тихо, тихо. Чус and look at it. Мыным, чукаще, ващ, султоно или ващ, султаны, куле. Да. Мыным чукаже ваш султоно или султаны куле. Переход хода. Пропуск разобьешь. Он сейчас карточку такой возврат хода. Возврат хода, да. Так, Кстати, почтурин, я почтурин. поняла, на что похоже дичь перепечь. На что? На уно, видимо. Так он признавал же сам. Да. Шишкины куле. Шишкины Я никогда куле. не играла в ум. Поиграла наконец. Шишканы куле. Шишкины куле. Как Или вот шишконо. Или шишконо. А во сколько? Им, они. Сосли. Сос. Конячий сын. Сос. А, да. Как раз я не знал. Сосли, конячий сын. Конячий сын. Шишкины куле. Угу. А вечером? Вечером. Вечером. Вечер. Вечером. Это у меня там зинкает. Шукна, А это сделайте утро. там рычажок есть. Кинуть тебя. Нет, там А рычажок. вечер... На звук. Ну на же. Ну на же. Днем. А, ну на же. Днем. Это А вечером? Ну на же. И джи И перевернуть. даже. Ну на же чи даже. Ну, джитаже. Даже. Сосли, конячий сын, шишкине куле, джитаже. Тоже мой. Угу. Олёш, попробуем? Так, да. Значит, куда вам надо идти завтра вечером? Кытын, солы, а нет, Вам. Килидлы, да? Да, Тиледвы. Кытын, килидлы. Куда это направление? Кытын это где? А. Куда? А куда это у нас? Подскажите. Кычы. Кычы. Кычы или Кычы. Ага. Сейчас кычи, атилидлы, чукаже джитле. Цит Тиледвы чукаже читаже. Чукаже джитаже. Куле просто, да? Куле идти. идти. Самый популярный глагол движения. Ну, мыныны, наверное, да? Мыныны. Мыныны, куле, либо мыно, что ли, получается? Мын. Основа, и к ней добавляется Мыноно. мыноно. Мгм. Мыноно. Молодец. Хорошо, что стараешься. Не получается. Мыноно. Тоже мой. Мы уезжаем на дачу на 2 дня. Коля, хорошо? Ми даче как наналы пушкичком. Тоже мой. Коркаже шашкаос мертоно. Угу. Или щачками автону. Независимо от количества. Тоже вышлю его. Дальше. Угу. Артем, да? Чукаже. Угу. Чукаже. Милемлы. Куцконо. Тут просто не надо. Не надо. Ну да, не начинаем. Ну да, просто. К чему? Угу. К чему? Тогда это мы, куцкишкомы. Угу. Так, готовится. Готовимся к определенной точке. Период, поэтому здесь угол должен быть. До конца глагол не помню, готовится. Да, щачканы. Ага, дащачконо.
Как будет Новый год? Выль Выль-ар. Выль-арлы к чему, да? Готовится к чему? Угу. Ну тут же не надо через он и он, а туда Нет, здесь именно датив для обозначения, к чему мы готовимся. Марк, это домашнее задание у нас было 2 года назад. 2 года назад. Вот это память. Чукаже, ми, выль-арлы, дащашкыны, куцкишком. А как? Сюкаже, ми... Выль-арлы к Новому году. Начинаем готовиться. Просто Да. обычный датив. Обычный. Да. Дащашкыны, куцкишком. То есть тут нет должествования, тут именно к Новому году вот этот дательный падеж надо было поставить. Артем, там в следующем предложении подсказка. Ну я уже да. Михаил, попробуйте. Угу. Значит, дащашкыны надо поставить форму я. Сегодня уже говорили. Значит, дащашкыны глагол первой группы ины заканчивается. Мы отсекаем ины и берем основу дащашкыны. И к ней добавляем форму первого лица. Дальше направление дательный падеж. Мы готовимся к Новому году, мы готовимся к удмуртскому языку. Валамона, понятно? То есть арнялы буде дащашкишко. Удмурт к уроку. Маша? Шижим, часы. Вот к 7 часам, к какой-то точке временной. Час дуре. Нет. Здесь датив используется. К часам каким-то. Шижим часлы. Шижим часлы. Мыным. Вышко. Вот глагол вуны надо успеть. Мыным. Постпредством. Е. Куда? Постпредство таки будет, да? Да, Да. постпредство. Постпредствие воно. Да. Еще раз будет с. И потом 7:30. Шижим часлы. Мыным. Воно. Постпредство е. Шижим часлы. Я не помню, как 30. Джины. Шижим джины числы. Куцкишко. Удмурткл. Удмуртклы. Дышец. Ой, боже, я не помню. Правильно, дышец. Дышец. Угу. Только когда у нас есть конкретная точка в 7:30. Часы. Теперь часы. Как половина? Шижим час, но джиные, мы можем сказать, в 7:30. Джиные, да? Либо шижим час, куамын минуте. Да? Можно же еще сказать. Или шижим час, куамын минутын. Это синонимичная форма. Либо ин, либо Ведь половина это шор, а там не используется, да, такое слово? Шор это середина. Шорыс, середина. А джины это половина. Шажим, но это е часын. Мон. Шок пол что? Шажим. Шижим. Шажим. Шижим. Шижим. Но жены е часын. Мон. Нельзя 2 раза суффикс поставить. Мы ставим суффикс Час. только к последнему слову всей конструкции. Но жены часы. Джины. Но шижим, но джины ем. Но жением. Жением. Джины е. Жение. Шижим, но джины е. Мон. Мон. Да не знаю, учиться. Начинаю. Начинаю. Нет. Куцканы. Куцкишко. Насчет скрыны куцкишко. Шане, ты же мой. Лена. Там может быть тоже Как начинать?
Урамын зоре. Зоре. Ну, а почти это Йорос. Да, или пала, огня. Пала, огня, пала. Вот пала, да. Почему здесь дать? Да. Почему-то шунды пиште. Шунды пиште, солнце светит. А шунды? Знаешь, шунды, потому что мы на этом уроке еще погоду проходили. Ук. Ук. Не. Глагол пиштыны. Уг. Уг пишты, что нет. А при чем есть дательный падеж? А здесь еще, потому что про погоду была речь, поэтому... Нет тут дательного. Ой, Да. переведите еще раз. Ура. Да. Ну, я. Оля. Ладно. Оля, переведите еще раз. Урамын. Урамын. Зоре. Зоре, да. Но огня пала шунды ук пишты. Наверное, не урамын здесь, а как это вот? Ну, педлон еще, да. педлон. Педлон. Просто Так можно. крын еще южане могут сказать. Да. Могут? Могут? Урамын. Крын могут сказать южане? Урамын. А у нас же, по-моему, так разговаривают. У нас Петлон, по-моему, говорит. Мы юг отправили на Камчатку. Да, Петлон северный вариант. А да, у нас, кстати, это, ну вот Лена не совсем север, ну вот Ямский, Болезинский, У нас только Петлон мы Ямский, использовать. да, вот ты Башкирия, наверное, вот там должна быть. А почему ты? Там. Их с варшавками. Просто погода. Когда-нибудь Да, приду. группировка башкирских удмуртов. А, У нас Петловит мы только в одном Что-то смысле южных меньше используется. всех, скоро Понятно, башкирских мы будет знаем. больше, чем южных. То, что северный всегда Лёш. ходит туда. Они ходят. Леша, скоро башкирских удмуртов будет больше, чем южных на занятии. Ну хотя бы южный же. Нет, они башкирские. Они разные. Они называются Закамские удмурты. Закамские. Тупа удмуртиос даже, если правильно. Тупа. Да. Так и скажу. Так, дальше Я не давайте, скажу, что у нас? конечно. Всю ночь мне снятся сны. Кинули Лена Я. Балтон. В это что ли, это снится сны, да? А дайте подсказку в песне Меже. По-моему, в это Требую подсказку. Ватаны вообще. Ватаны. Помнишь, если Ватаны. Это снится? Да. да. Лол. Мне. Я. Мне снятся сны в удмуртском языке, и я вот это делаю. Я вот это делаю. Я вот Да. это делаю. Вытащко. Как всю ночь сказать? Лумбы. Нет, лумбы. Лумбыт это весь день, но суффикс правильный. Вот я помню. Уйбыт. Уйбыт. Что нет? Да, смотрите, у нас есть суффикс быт, и он для обозначения как бы в течение вот всего этого периода. То есть вот этот суффикс быт, он тоже замещается русскими вариантами. Будес нунал говорят, но правильно сказать весь день это лумбыт. Лумбыт. Всю ночь это ночь уйбыт. Лум это от слова день, просто оно в удмуртском языке трансформировалось очень сильно в нунал. А в коми-языке бурлун, кто сталкивался с коми, добрый день, это лун. То есть вот это лун, это пермское слово, которое осталось в коми-языке, в удмуртском оно сильно изменилось. Все лето гужембыт. Весь вечер джитбыт. Джитбыт телевизор учкишко. Да, я весь вечер смотрю телевизор. Гужембыт гуртын-лышко. Все лето живу в деревне. Вот это, мы даже это обсуждали, что нету формы, есть
весь день, есть весь вечер, но формы все утро, такой формы нет. Возможно, потому что Удмурту приходилось с утра рано быстро вставать, все умываться, и все у него автоматически утро заканчивалось и переходило в день. Вот у нас была такая теория. Да. То есть вот всю ночь мне снятся сны, то есть не мне снятся сны, а я вижу сны. Вон вытащко. Да. Песня Межи. Что за подсказка была? Вытащко? Я уже Да, сама да, не да, помню. Ночной сон. Уйвет. А дневной сон? Вет. Просто. Монбатай. Вот Йосаджида, да, могут спросить, ты видел сны? Вот Йосаджида. Ночной или дневной? Я себя убьешь, я чувствую. Вы меня просто обступили, заплетили. Я такая маленькая, хочу быть. Куда поставили? Да, вот я не выбирала. Вот сейчас мы опять повторим погоду, что есть хорошо, потому что это всегда печеверашкон, small talk, всегда можно поговорить о погоде. Кинула Дугды. Юля. Да, Юля, не будем на амбразуру бросать, Рому бросим. Сегодня Туне. Кежит. Если нет вопросительного слова, то что мы делаем? Вань. Нет. Как? Че? Тогда ставим начальный вопрос. Если нет... Кежит. Зачем? Зачем? Вот, туне кежита, сегодня холодно. Туне кежит, а на улице, наверное... Два варианта. Либо урамын, либо педлон. Более северный вариант. Педлон. Нет, не все. Кто-то ползает. Урамын. Туне урамын кежита. Урамын на улице. Урам – это улица. Тюркское заимствование. Все правильно, тогда кежита. Потом снег у нас был. Лымы. Лымы. Снегурочка, лымы. Лымы, снег – это снег? Есть ли? Не скажу. Как наличие? В самом начале урока обсуждали. Вань? Сейчас Вань, да. Лымы, Ваня. Шо нет? Лымы, Ваня? Нет, наличие. Наличие существительное мы отрицаем не через у, а через ВВЛ. Если не знаешь, как по-удмуртски, надо... Ветрено. Ветер. Тел. Точно, ветер. Тел. Можно сказать сильный ветер, если не получается найти глагол ветрен. Тогда туж, тел. Телашке, либо телашке, либо лектел или золтел, да, просто ветер Точно, у сильный. нас же глагол можно на телашке. А вот теперь... Надо одеться. Как одеться глагол? Одежда. Дещаны ли кого-то? Надо возвратный. Дыщашканы. Дыщашканы. От слова дищ одежда. Дыщашканы. Когда мон... нет, мон мы говорим, просто... Ну тут даже нет непонятно, наверное, всем, да, всем. Ну, тепло, наверное, я могу же сказать, погода тепло. Да, шумит. И дальше вспоминайте сравнительный суффикс теплее. А мы не проходили. Нет, было. Было, упоминали. Суффикс гес. Гес был. Ну вот. Тепло. Шунит. Теплее. Гес. Шунит гес. И глагол дыщачканы ставим в форму Дыщачкено. Нет, дыщачконо. 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 Что нет? Да, еще раз, надо одеться потеплее.
Шунит, гес, дышач, коно. Точка. Точка. Шунет гес дышащий коно или шунет гес дышащий кны куле. А можно с причастием спутать. Каким? А, да. С причастием спутать. А ты откуда знаешь? Ты этого не проходил еще. Я ротомо удмурт кылын, влюбленный в удмуртский язык на майке. Я ратоно удмурткыл, любимый удмуртский язык, да, и любимый, я да. удмурткылась, я ратоно, надо любить удмуртский язык. Что нет, Марк, Так, это какое? это у нас еще уровень advanced еще, да? Какой номер? Да, содигети. Да, содигети, это мета. Тайнты туждуно. Здесь часть примерно татын, чай, вичу, монет, пала, слэ. Пала, да, у нас суффикс примерно пала. Или код. Дательного падежа Нету. А кто сказал, что есть? Ты сказал, что он обязательно должен быть. Тут вначале были просто предложения про погоду, и это воспоминания предыдущих занятий, поэтому... Двухлетней давности. Предыдущих 6 занятий. Что-то мы прям какими-то семимильными шагами в прошлый раз. Жена шукаже, монаны. Нет, здесь тоже нету долженствования. Ты можешь завтра сюда прийти? Мочь, глагол богатыны, да? Богатышкода? Богатышкод. Богатышкода. Ты надо... Тон. Тон джетаже. Вообще нету вечера. Монаны. В чем тут джетаже? Джетаже вечера. А где тут вечером? Это добавление. Завтра. Он уточнил, что завтра вечером. Завтра скажу. Шукаже. Джетаже. Похоже. Так, давайте это. Илья, давайте соберитесь. Да, давайте, без... Вот подсказывай. Тон. Шукаже. Богатыны. Прийти можешь? Ты завтра прийти можешь? Ты богатыни. Монаны богатышкоди. Ти монаны богатышкоди. Прийти можеш? Монаны богатышкоди. Богатышкоди. Богатышкода. Татин тон шукаже. Монаны богатышкода. Лыктыны. Лыктыны. Лыктыны богатышкода. Тон чукаже лыктыны богатышкода. Тон чукаже. Лыктыны богатышкода. Ага. Ну, что? Веник, если кого чужон. Все. Когда я ее делала, я рисовала береги. Сейчас хочу звезду. Все. Мой, Олёш. Мы едем завтра в лес за грибами и вениками. Ух ты. Ми чукаже. Ну, Нюлес. Как это? Нюлеск. А почему это исключение, надо запомнить. Нюлеск. Сейчас помню слово грибы. Губи. Губилы, но чужоны. Чужонлы, да. Веник, которым палится, это веник. Чужон, это которым пол подметают. Чужины, потому что подметать. Ну, функционал разный. Потому что они за таким, за чужон. Ну, так и бы сказали, за как это, метелкой. Умой. Губилы, как там было? Губилы, но вениклы. Вот мы едем, да? То есть это... Самый популярный глагол движения. Мы? Нет.
Мы делаем форму мы. Сейчас. Мы. Шонер. Шонер, тоже мой. Если мы... Только на твердое. Если вместо вы мы ставим другую форму грамматическую, что это может быть? Как мы поставим иначе, как можно сказать, за грибами и вениками? Что? Губино веник понна. Ну да. То есть и так можно. А через губияны тут можно? Чукажеми вениканы на губияным губияны. значком, да, так тоже можно сказать. В удмуртском языке очень... Это мы проходили два Это года. И я не помню. мы можем делать глаголы. Вот всё, Марина, да, эмичаны, да, да, губи, да, да, губияны, всё, веник, вспомнила, вениканы. Чорганы. Ой, это Вспомнила, как это делать? Губияны. Губи, губияны, губи, грибы, губияны, грибовничать. Грибовать. Грибачить. Ну, рыбачить, есть же глагол. Ну, грибачить. Суяны, рыбачить, вода. Чарганы. Чарганы. Можно со всеми ягодами, со всеми грибами. Рыжики, собирать рыжики. Каны. Нет, рыжиканы. Ну да. Рыжиканы. Рыжиканы. Аны добавлять, да? Рыжиканы. Ну да. Ну, делать инфинитив просто. Да, да. Такой плодовитый суффикс. Не ласки, губияны, но вениканы. Да. Мы нычком. А кумышканы есть такое слово? Нет, в советское время было такое, что варили в лагах кумышку, самогон. Кумышканы, да. Прятались. Ой, я, помните, вам отправляла, кому-то отправила, может, кто-то не видел. Вот сейчас в Санкт-Петербурге очень хорошая выставка про... Да, про Удмуртскую В великую. этнографическом музее, да. Да, и там есть Где? рисунок семиклассника в Санкт-Петербурге. Рисунок семиклассника 41-го года рождения. И он нарисовал рисунок, на котором изобразил людей удмуртов, которые молятся, и написал «Пьяные вощащие». Вообще. А в каком музее это проходит? Музей истории и религии, Санкт-Петербург. Да. И Беркумет предложение, и последнее предложение, кому мы должны помогать сегодня, Коля? Ой, ну это неинтересно. Туне Давайте кого-нибудь другого попросим. Ну ладно, Коля обидно будет. Коля, Ну, давай. это слишком легко. Туне миремлы, кинлы, юртоно. Подождите-ка. Я думал, это Оля задает вопрос. Умой. Туне кинулы ашмелы юртаны кулы. Ну или милемлы юртаны кулы. Кому и мы, нам Туне необходимо. Туне кинлы юртоно. Сегодня кому надо помогать? Туне кинлы юртоно. Всего лишь. Да, так можно написать. Юртоно. Сегодня кому надо помогать? Юртоно. Умой. И Беркуметес. И последнее на сегодня споем песню. Давайте шунды укшунты. Где она? Так, у вас, наверное, есть, да, в прошлый раз я давала? Шунды укшунты. Мы почти все песни оттуда посмотрели. Осталась одна песня. Нет, две. Подсказку. Я тоже последний текст. Давайте лычом. Тогда я не участвую. Почему? Ты без подсказок? Да. Давайте по 2 строчки, да, до точки, до ближайшей точки. Может, у кого-то 3 получится. А у кого-то одна, у кого-то вообще полстрочки получится. У кого полстрочки, кто-то читает еще дополнительно. Значит, Артем, тон был дубин, Куцка, пожалуйста. Монулу шузергес, нож шудунес киляй. Тут не всегда понятный очень текст. Давайте попробуем переводить сразу. Я. Смотрите, если слово с двух, для русского языка это тоже закономерно, да? Если с двух сторон выделяется, значит оно особой значения не имеет. Поэтому уло здесь это вводное слово «наверно». Если вы его пропустите, сильно не потеряйте. Шужи гес.
Гес сегодня было. Лучше. Шужик глупый. Ну, я глупее. Я, наверное, глуповат. Тут вот гес как бы Не в тему. Для рифмы. чуть даже скорее оттенок, что, наверное, глуповат. То есть не совсем наверное, дурачок, наверное, немножко. Шужигес надо запомнить. Нож. Есть к кому обращаться. Шудон – это игра. Келяй как бы отправил, пропустил, проиграл. Ну я проиграл. Да. Проиграл игру. Можно еще строчку прочитать? Везат вал шуник гес со югетез улляй. Уляй. Уляй. Прям такие слова знакомые. Ляй. Это в Теле было. Да, вот песня. Это Я тот же же наизусть самый, помню. тот же самый автор, поэтому те же самые слова. Да? Тоже Пикулев. Везат, везын. Помните, у нас была форма Рядом. везын? Рядом. А Д обозначает, что с тобой. То есть рядом с тобой. Ты можешь прямо сюда писать, Юля. Да, это твой экземпляр. Везат, рядом с тобой. Шунетгес. Был еще глупее. Хороший вариант. Шунет, но сегодня было про погоду. Теплее. Да, было теплее. Вау, да? Не про лошадь тут. Я рядом с тобой лошадь. Волна скалы. Да. Рядом с тобой было теплее. Она. Со это здесь значение это, местоимение указательное. Этот цвет я уляй прогнал. Это прошедшее время. Это вы не знаете. Югыт это свет. Этот цвет я прогнал. А киляй еще раз что? Киляй, киляны вообще отправлять. Я проиграл. Да, здесь упустил, Проиграл. проиграл. А тут прогнал. Да. Так, Михаил, прочитайте, пожалуйста. Уктатки, туж, кишкит, номенин кельше. Вот я балда, надо было взять с собой свою песенку. Как я потом буду? Это кто-то северный писал песню. Да. Там что, предлог есть? Тут слова по северному написаны. Переводим, да? Уктотка это сокращенная форма от уктодышка. Я не знаю. Да, я не знаю. Уктотка малы. Что? Сегодня Это было. нас Женечка научил в свое время. Типа что? что? Я не знаю, что. Знаю, малы-то почему? Зачем? Или почему? Сейчас мы посмотрим дальше, зачем или почему. Михаил. Ну что? Что-то свое. Уктотка малы. Уктотка малы. Я не знаю, зачем. Да. Туш кыштыш. Кышкыт. Кышкыт. Зачем он ушел? Нет. Кошканы уходи. Туш кышкыт. Так далеко, наверное. Очень страшно. Туш кышкыт очень страшно. Да. Но мыным кельше, но я не сдаюсь. Нет. Кельше, мыным кельше мне нравится. Это можно запомнить. Но мне нравится. Да, тоже управление датив. Я не знаю зачем, почему очень страшно, но мне нравится. Мне нравится, но мне нравится куке сотыл собере ише. Когда куке это когда. Вот это с появлением интернета и мемов всяких, вот это, видимо, за счет английского. Там, я люблю когда, да, вот эта форма же часто встречается в интернете. Мне нравится, когда там что-то. Вот стали в удмуртском языке тоже кальку делать, хотя в удмуртском языке она не нужна. У нас есть другие идеи причастия для этого, но не суть важно, ладно. Но мне нравится, когда этот цвет, тыл, это свет, собере затем ише исчезает. Тыл и тылщи это разные слова, да? Тыл щи это луч света, щи это луч. Маша, давай, читай следующее. Чумы тонем улыны терше.
Малый бен погнас собередыше. Угу. Верточком. Щулем. Щулмы. Сердце. Сердце. Угу. Щулмы мое сердце. Твое сердце, наверное. Нет, мое. Нет, а то не. Тобой. С тобой. Мое сердце с тобой. Или тобой. Тобой. Тобой, да. Тобой. Тыршины у нас было. Пытается жить тобой. Мое сердце с тобой. Мое сердце тобой пытается жить. У Луны жить, пытается стремиться. Зачем? Да. Ну, вот как водное слово. Ой, да зачем вот это, Бен? В таком. Ой, зачем? Огнас собередыше. Огнас в одиночку потом привыкает. То есть, видимо, смысл в том, что он пытается как бы жить ею, думать о ней. Сейчас без перехода остану. Потом привыкает жить в одиночку сердце. Лена? Бен вал шумит сова. Да, сейчас мы слушаем. Бен вал шумит сова ките, но мы нам огнам малый кепот. Вал был, да? Ой, Было тепло. Да. Было тепло. В тот период, вакыт это период, было тепло в тот период, в тот И момент. мне Огнам это я один, огнас он один. И почему я один? Малыке поте здесь не выходит значение, а мне хочется одному. Это конструкция мы нам и жеме поте. Помните, мы изучали? Мне хочется спать. Здесь, скорее всего, к этому относится. Бен Вашн. Да, было тепло в тот период, да, видимо, когда были рядом вместе, но почему-то мне хочется одному, видимо, быть. В общем, такой неопределившийся. И вроде их хорошо вдвоем, но одному как-то лучше. Юля, ты читаешь? Да. Юля первая читает. Клем, учкем быле. Клем. Две Л, да? Клем. Учкем быле инбами. Инбами. Я сама не знаю, почему здесь клем, учкем. Лысву. Угу. Это вообще текст, который они сами напечатали в интернете. Мне кажется, здесь клим учким вле инбаме. Не клем, а клим учким вле инбаме. Потому что так предложение приобретает смысл. Клим мы лежали, учким мы смотрели, вле куда? Высь. Эту песню начали переводить. Слишком много прошедшего времени. Она просто понравилась Коле. Это чувствуется, да. И в принципе она очень красивая. Да, она тебе понравится, Юль. Мы смотрели. В небо. В небо. Инбам это небо. Наверх, в небо. Уин, уй. Ночью. Ночью, уин ночью. Лысву. Роса? Роса. Ну буквально хвоя вода. Вода хвои. Лысву это роса. Да, О, да. вода хвои. Я просто очень Ну да, 5 минут, я забыла. Ущиточ баме. Значит, мы лежали и смотрели на небо. Ущиточ это пока не упала Звезда. ночью роса на лицо. Ну, баме здесь, но вообще должно быть Роса, бамбыле. действительно, вода хвои? Ну, хвоя вода, да, это двусложное слово. Хвоя водит. Хвоя. Ущиточ до упадения. Да, до падения. Ущиточ, вот суффикс точ до падения. Угу. Юля? Но конями да волни, шуда луанме, но нырулты келяйни. Нырулты келяйни.
конями дополни, конями давални, шудолон мено, нырулты келяйни. Конями дополни, конями давални. Конями дополни. Сколько? Раз. Пол это раз. Сколько раз ничего не там не делал? Уже. Сколько раз уже уходил? Конями давални. Сколько раз уже было. Меда здесь как частица ли. В русском просто, чтобы вопрос усилить. Сколько раз уже было. Шудо луонме, мое счастливое бытие, луон, ну, нахождение в этом состоянии, да. Луны быть, да, а луон состояние бытия. Шудо счастливый. Ныр улты келяй пропустил под носом. Ныр нос, улты под носом. Рома? Директивный берни узлу не толкес. Шунделем гине, но термит шунетес ук. Да уж. Ничего страшного. Берегтыны берни. Я вот всегда говорю, берег тычком. Но тут не переводим, а переворачиваем или возвращаем. Берни. Это не возвращаем. Было вач, а есть бер. Поздно. Но вернуть или вернуть уже поздно. Вернуть уже поздно. День, наверное, день не... Узлу не толкес. Толкес узлу не. Берегтыны берни. Уже поздно возвращать. День уже не... Узлу не толкес, уже не будет толка. Толк. Прекрасное удмуртское слово. Сложное удмуртское слово. Уже не будет толка. Смысла. Толк. Это в Теле было. Это было в Теле. Да. Ну, набор слов. Шунделет это не солнце. Что же вы? Шунделет шунетес. Солнечный- Притяжательная конструкция. Солнечный свет. Шуны, это сегодня уже было Ах, несколько раз. да. Теплота солнца. И у солнца достаточно тепла, тырмыт достаточно. Ведь у солнца тепла достаточно. Почему ук написано? Ведь тут даже, знаете как, ведь даже шунделенгинено, ведь даже у солнца достаточно тепла. А термос разные слова, да? Термос, но все от одного термины наполнятся. Термос хватит, термыт достаточно, все к одному относятся. И Марк Мон малпай, нам шудо малпай, укыр нибер, земзе валай. Вот, да, я думал, я сам один что-то. Огнам шудо малпай. Я думал, что я в одиночку счастлив. Что я в одиночку счастлив, а дальше понятно. Укыр нибер, земзе валай. Но понял слишком поздно. Да. Вот, да. Но понял это слишком поздно. Тут, наверное, земзе валай, тут даже как бы понял правду. Правда, Может да, быть, зем это действительно правда. Да. Тут, слишком поздно я понял истину. И дальше пошел припев Илья. Шунды мали кено, шик ук шунты, тон кено эн кушты, моне, эн кенты. Ой, это очень сложно. Ну как, все Шунды, в шунды, первой солнце. строчке вообще все слова знаете. Шунды, солнце, малы кено, малы, Почему? а кено почему-то, неопределенность. Солнце почему-то чикук шунты, прочук шунты, вокшук шунты. Ушло. Чик ук шунты. Нет, Ук шунты. Шунит ук шунты, Не шунит ук шунты. Не греет. Не греет. Не Шунит греет. тепло, ук шунты не греет. Солнце почему-то Шунты. совершенно не греет. Шунды мали кено.
Щик укшунты. Да. И давайте еще одну Тон, ты, строчку. тон это вы. Вы уже читали один раз, мы уже переводим. Вы. Ты. Ты. Хотя бы ты, тонкено, хотя бы ты. Энкушты, не кидай. Не кидай. Моне, меня. Энкынты, не морозь. То есть он говорит, хотя бы ты, солнце, меня не кидай, не морозь. А это что, будущее время, не кидай? Это повелительное. Эн. Уже нашла. Молодец, ты будешь диджеем сегодня. Да-да-да, сейчас включу. Неожиданно. Кушты. Я просто хотела добавить себе плей. А моне как переводится? Меня. Моне. Энкынты. Не мороз. А там дальше все понятно, мороз, поэтому мороз. не кидай меня, не кидай меня. Эн ишты моне, не теряй меня. Эн ишты моне, не теряй меня. Эн вошты моне, не заменяй меня. Вошты моне, поменять. Не меняй, не заменяй меня. И там дальше продолжается, да, шунды малкену шунты, солнце почему-то не греет, солнце почему-то не греет. Олёш, дальше вот кумыным. Кумыным виштаре пирос, кутимет виштеме пирос. Кутымет виштеме крос. Кумыным. Значит, где мне? Когда? Когда меня? Когда мне вишпырны. Это очень часто родители говорят. Кутыну вишпырос, когда ты поумнеешь. Буквально, когда тебе этот ум зайдет. Зайдет ум. Куманым виштаре пирос. Таре сокращенно от табере, теперь. Когда теперь я поумнею? Да. Когда же я теперь поумнею? Вот именно уметь это захотеть. Да. Пожалуйста, я плохо. Куманым виштаре пирос. Кутымет виштемет крос. Виштаре безумный, а пирос? Кырыны это вспарывать. Спарывать в смысле ну, ножом, например, или кутымет, или, например, вот здесь про воду тымет это запруда, вода. Прорывает плотину. Когда твое безумие закончится, что ли? Типа того, да. Когда... Наоборот, когда меня прорвет тоже, в конце концов. Когда пруд или озеро... Я сдерживаюсь. Вскроет мою глупость. Прорвет мою плотину глупости. Да, вот, идеально. Когда... Прорвет плотину глупости. Что такое тымет? Тымет это пруд. Кырыны это именно либо свинью, либо плотину. Это что, будущее время? Будущее время? Да, это будущее время. Плотину глупости. Да, это красивый образ. Вот, кстати, у него хорошее тут есть выражение, да, вишпырыны, такая вот мудская фраза. Коля. Так, значит, какая-то строчка. Куманым, читана еще раз, куманым. Потом идет повтор. Да, ну получается вот третья когда строчка. Мой ключ найдется. Щуроз найтись. Шадёз еще, шадиный синоним. Щурыны, южные. Мащулымын, малы кино, мон эйвала. Да, то есть мы перебежали, потому что здесь повтор, мы идем ниже. Что в сердце, потому что я не понимал. Малы кино, мон эйвала. Я почему-то не понял. Да. Почему-то не понял. Мне еще раз Что в моем Что сердце, я почему-то не понял. Да, тут даже не мое, а просто что в сердце. В сердце, да. Я почему-то не понял. Малы кенно, мон эйвала. Эйвала я не понял. Столько интеллектных слов. Как полезно иногда ходить на занятия. Столько нового узнаешь. Даже ты. Я говорю, это северное И писали. все. Нет, щурыны это вообще не северное слово. Нет, я другого уже смотрел. А как переводится? Шунды укшунты. Солнце не грей. Не греет, да. Да, шунды. Я отправлю перевод, вы смотрите. Табире ми пала. Ну, солнце не светит. Ми пала. Пал это сторона. Как бы что? Не с той стороны. В нашу сторону. Ми пала. Солнце не светит теперь в нашу сторону.
Бен Янгышай Тынид Малы Мон Эй Оскив. Да. Ошибся. Янгыш это ошибка, да, я ошибся. Ты почему меня там не поправила, наверное? Тынид малы мона йоска. Тебе почему я не поверил? Не поверил. И Беркмети Куинчур. Михаил, попробуйте последний. Сомалпан Теперенноку Москвы. Вот я сама не понимаю, что это за слово Москва. Москва. Мы послушаем песни. Никогда не прощу, наверное. Это будущее время, отрицательное будущее время. Это правильно. Вопрос чего? Москны. Вообще такое слово не знаю. Эта мысль теперь никогда не пропадает, не дает мне покоя. Так я тоже не знаю, я хотел перевести лицо. Москны. А попробуем еще. Мощь. Уг Москвы, уг пишты. Пиштыны, Москны должны быть. Мозмыны, угмазины. Мозмы. Не знаю. Спросим. Не знаю. Укточка. А, сокращенное. Да. Может быть, они, описка. И последние две строчки, Маша. Шунатет, золгес, вэлэм, инмысь, сошундулэш. Инмыш, сошундулэш. Энгушты, лоне, вижма, табилет, лоне, углэш. Тут, наверное, вижма. Будет повелительное. Шунатет. Твое тепло. Да, совершенно верно. Зол. Зол это... Да, с погодой там было. Да, сильный, да. Сильнее. Вэлэм это как вал, только другая немножко форма прошедшего времени. Оказывается, твое тепло было сильнее, чем тепло солнца с неба. Инмыш шунды, солнце с неба. А видишь, мы опять-таки на первом слоге. Это повелительное в повелительном на первый слог. Повелительное на первый слог в отрицательной форме. И еще парочка слов, которые бегающие. То есть тепло человека, девушки, было сильнее, чем тепло солнца с неба. И последнее, энкуштемоне, не кидай меня, вижма, образуй меня, мозгов дай. Виж, мозги, да? Табери то не углэш, теперь тебя не отпущу. Лежины отпускать, углэш не отпущу. Юля точно захочет эту песню. Почему? Прослушать. Казалось. Послушать, сейчас послушаем. Да, она не факт, диджей. что мне Тел понравился. Давайте, слушаем песню, можно мурлыкать. А Белослуцев откуда? Кез. Максимум. А Пикуля Пичпурга. Страна чудес. А громче? Как всегда громче, если ты не в курсе физики.
смотрите, вот сейчас при прослушивании поняла, что все-таки клем-учкем все-таки правильно, потому что там получилась конструкция клем-учкем поте. Я хочу лежать и смотреть в небо. То есть тут бы по-правильному было клеме-учкеме поте, да? Но тут для сокращения формы он использует такую форму. Я хотел бы смотреть в небо. А вот это угмоское, может быть, там угоское. Я не поверю больше. Я больше никогда не поверю. Но не очень подходит. Да, спрошу у автора. Таубаджир, смотрите. Да. Значит, гутеуш, домашнее задание, вот 54, 55 и 56. В принципе, это все, ну, не все, а что-то из этого было. Это страница какие? 54, 55, 56. Тут мы все перевели, все сделали. Итак, смотрите, в эту субботу у нас будет ну, такое праздничное занятие. А потому что на какое-то? Ну, на какое-то, да. На Ижевск. Да, смотрите, значит, давайте обсудим. В субботу вот будет занятие, но неформальное. То есть все приходят как на Новый год. То есть без гуртеуш. Без гуртеуш, книг не будет, я распечатаю песни. Сейчас я еще проверю экран, может быть караоке тут тоже запускается. Да, будем играть, каждый приносит к столу что-нибудь поесть. Мы каждый раз приносим к столу, нам уже даже интересно. Можно же сделать ну, вот что-то правильно. Ну кто-то в чате же писал, не важно, что хоть бутерброды приносить. А это важно. Вроде бы хотели какие-то мини-сувениры друг другу подарить.